Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Знатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Скоростным судам большое плавание. Перевозка по водным путям, она существенным образом может сказаться на экономике. Как в России и Татарстане собираются развивать речные пассажирские перевозки, узнал Дмитрий Аренин. Недоступный переход. Я с велосипедом не могу же, ни под ним, ни над ним, приходится стоять ждать. Какие меры будут предприняты после трагедии на ЖД-путях в Казани, расскажет Рамиль Шайдулев. Восстанавливают электричество и пожарную сигнализацию. Комната сама пострадала, и решением ректора всем 3 ребятам, которые жили в эту комнату, будет выделена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Какой ущерб нанес пожар студенческому общежитию, кто пострадал и где сейчас будут жить учащиеся, узнала Алия Хайрудинова. Татарстан готов стать движущей силой в развитии речных пассажирских перевозок в стране. Состояние и перспективы водного транспорта обсудили сегодня в Москве на совещании Минтранса России. Во встрече принял участие Рустам Минниханов. По протяженности водных путей Россия занимает 2-е место в мире, однако этот потенциал используется слабо. Вклад речных перевозок в валовой продукт страны всего 2%. И тут нужно решить целый блок вопросов. Это обновление судов, налаживание сотрудничества между регионами и восстановление полноводности рек. Одним из первых шагов в этом направлении предпринял Татарстан, запустив программу реновации судов и межрегиональных перевозок. Как будут масштабировать этот опыт и как обмеление Волги ставит на мель многие цели, узнал Дмитрий Аренин. Сейчас в Татарстане общая протяженность водных путей составляет более 1000 километров. В навигацию этого года в республике работали 13 пассажирских теплоходов и 11 дебаркадеров. При этом средний возраст судов уже 50 лет. Именно дефицит современного речного транспорта сдерживает развитие в стране пассажирских перевозок. Татарстан уже взял курс на обновление парка судов. В этом году у нас создали судоходную компанию «Флот Республики Татарстан». И на Зеленодольском заводе построили 3 новых судна, в том числе 2 скоростных комфортабельных теплохода. О всей работе, идущей в этом фарватере, Рустам Минниханов рассказал на совещании в Минтрансе страны. Мы в бюджете предусматриваем перевозки, на субсидирование и на тральные работы. Сейчас мы развиваем это направление, строим новые причалы, и есть программа реконструкции существующих причальной инфраструктуры. Ну и ведется ремонт действующего флота. Все корабли мы продефектовали. Сейчас в России утверждена госпрограмма развития речного транспорта. Планируется построить более 200 судов различного назначения. Для этого запущена программа льготного лизинга. Рустам Минниханов предложил использовать и возможности Зеленодольского завода имени Горького. Он готов начать работу по строительству 2 новых судов уже в этом году. Я переговорил с Миннихановым Рустамом Нургалиевичем предварительно. Мы поговорили с другими губернаторами, и мы решили все-таки попробовать организовать на Волге движение, которое способствовало бы развитию, во-первых, производства скоростных судов типа «Метеор», «Валдай» и развития туризма, а также пассажирских перевозок. Татарстан уже вошел в проект «Великий Волжский путь». По нему 6 соседних регионов будут развивать туристические маршруты и инфраструктуру для них. Из Казани теплоходы уже вышли в рейсы в Ульяновск и Чебоксары. Флот Республики Татарстан забирает участок от Чебоксар до Ульяновска. Наши коллеги из Нижнего Новгорода берут участок от Нижнего Новгорода, условно говоря, до Чебоксар. Дальнейшие этапы там, вы знаете, и Пермь направление, и выше, и вообще мы для себя видим задачу покрыть всю европейскую часть скоростными судами. На встрече в Минтрансе Рустам Минниханов обратил внимание, что развитие речного транспорта может встать на мель из-за обмеления Волги. Социальная напряженность вызвана обмелением Кубишского водохранилища. В связи с низким уровнем воды в этом году, такая ситуация была в 2010 году. 5 населенным пунктам уже вообще не имеем доступа. Тетюши мы на скоростных катерах, на метеорах не можем подойти. К 2025 году в Татарстане планируют в 1,5 раза увеличить пассажиропоток речных перевозок. Прокатить ветерком хотят 500 000 человек. Масштабная реформа запущена впервые за 30 лет. Дмитрий Аренин, Дина Газалиева, Алмаз Зейдинов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва.
Штормовое предупреждение распространили сегодня синоптики. Завтра в республике ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 24 метров в секунду. МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Не оставлять детей без присмотра. Погода будет изменчивой. Дождь, мокрый снег. Ночью до -2, днем до +9. Основная часть студентов КФУ вернулись в свои комнаты в общежитии. Сегодня здесь начались восстановительные работы. После пожара в одной из комнат уже заказаны необходимые стройматериалы. А спасатели назвали предварительную причину случившегося. Это может быть связано с аварийным режимом работы электросети. Минувшую ночь студенты провели в соседних корпусах. Сегодня их пустили в свои комнаты, где во время ремонта будут жить студенты. И о какой помощи сегодня заявил ректорат, знает Алия Хайрудинова. Мы уже выходим, и тут просто везде дым, дышать просто нечем. Я бежал по лестнице и... Кирилл Чекмарев, первокурсник из Кайбецкого района, повторял лекции, когда заметил дым в комнате. Это было, во-первых, все неожиданно. Мы сначала подумали, что просто лампа перегорела. Единственное, что я схватила, это ноутбук, потому что он был под боком. Наталья Лапина не узнает свою комнату. Сегодня их пустили сюда забрать личные вещи. Еще ночью всех оперативно разместили в соседних корпусах. В соседнее общежитие я переселилась пока что. Будем дальше думать. На 3-м этаже 48 комнат. Полностью сгорела одна, 5 пострадали. Вот эта комната, где произошел пожар. Ее площадь 18 квадратных метров. Здесь все в копоте. Чувствуется запах гари. Можно увидеть элементы битой посуды, элементы одежды. Здесь жили 3 девочки. К счастью, во время происшествия их не было в комнате. Оперативно сработали все экстренные службы. Ближайшая пожарная часть находится в 1,5 километрах, поэтому первые подразделения прибыли к месту ЧП за считанные минуты. Сегодня спасатели назвали предварительную причину случившегося. По предварительным оценкам дознавателей Государственного пожарного надзора, к возгоранию в комнате общежития Казанского федерального университета мог провести аварийный режим работы электросети. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит все обстоятельства произошедшего. В 3-м корпусе общежития КФУ проживали 363 студента. Для тех, чьи комнаты пострадали, оперативно подготовили 135 койко-мест в 1-м и 2-м корпусах, а также в общежитии на Гвардейской. Переселили 49 человек. Остальные решили остаться или переехали к родственникам. Большого какого-либо такого ущерба нет. Вот если говорить квадратуры, то 27 квадратных метров примерно это площадь пожара. Если говорить конкретно о комнатах, то пострадала одна комната, так называемая погорель, та комната, где студенты были погорельцами. В комнате никого не было. Естественно, в комнате сейчас будет наводиться порядок, комната сама пострадала. И решением ректора всем 3 ребятам, которые жили в этой комнате, будет выделена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. По словам проректора, здание построено в 1962 году. Оно вошло в программу капремонта объектов вуза. Работы должны были начать в ноябре. Об этом студенты были проинформированы в начале учебного года и уже готовились к переселению в другие корпуса. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Житель Нурлата предстанет перед судом по обвинению в гибели ребенка по неосторожности. Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела. По версии следователей, рядом со своим участком обвиняемый под землей смонтировал металлическую цистерну для хранения использованного дезинфицирующего раствора. В начале июля у него гостила 2-летняя внучка. Она в какой-то момент пропала из виду. Искали всей семьей, найти не смогли. Вызвали полицию. Впоследствии тело обнаружили в подземной цистерне. До сих пор продолжается обсуждение причин трагедии на железнодорожных путях в Казани. На прошлой неделе здесь буквально сгорел заживо подросток. Хотел перейти рельсы по основному переходу, но там в это время стояли вагоны. Подросток решил перелезть их и задел высоковольтные провода. Оказалось, что это проблема не одного дня и касается сотен жителей Казани. Были десятки обращений о необходимости надземного перехода. За 2 недели до ЧП в РЖД обращалась администрация района. Но даже после трагедии дело не сдвинулось с места. Ситуация на путях остается смертельно опасной. В этом сегодня убедился Рамиль Шайдулин. Дочь, пойдем, зеленый горит. С недавних пор Светлана Тарасова с дочерью особо внимательно переходит этот участок железной дороги. Он оборудован семафором, который работает некорректно. По словам женщины, когда горит красный, поездов нет. Когда зеленый, прямо на переходе стоят вагоны. Когда
горит зеленый свет светофора, но при этом стоит поезд, да, это о чем говорит? То есть либо переписывать правила дорожного движения, давайте, да, что нельзя, что на зеленый свет светофора переходить дорогу нельзя, потому что ЖД-состав стоит. Либо что-то с этим делать. Переход находится на участке Казань-Восстание-Дербышки. Тут ежедневное движение пассажирских и грузовых составов. Именно здесь на прошлой неделе случилась трагедия с 14-летним подростком. Он буквально сгорел заживо в попытке преодолеть пути над вагонами, непонятно почему, стоящими прямо на переходе. Очень часто здесь блокируют вот этот переход. Для чего он сделан тогда, если встал и стоит? Иногда стоит здесь по 3 часа. Так делал не он один. На снятых местными жителями кадрах видно, как казанцы перелезают через вагоны, чтобы сэкономить время. Бывало неоднократно. То под ним пролазили, то через между вагонами проходили. А не страшно между вагонами проходить? Ну, я бы не решился бы. Однако есть и другой путь, но, как выяснилось, не менее опасный. Так называемый альтернативный маршрут – это вот этот вот тротуар, ну или, если его так можно назвать, проходящий вдоль оживленной трассы. Пройти здесь уже испытание. Ширина его примерно метр, но даже и он умудряется сужаться до сантиметров 40. Как это выглядит на деле, можно видеть здесь. Наш оператор даже не может как следует взять камеру, просто не развернуться. Но, как говорят местные, не хочешь ждать, будь добр рисковать. Как уверяют в районной администрации, еще за 2 недели до трагедии они просили РЖД начать строительство надземного пешеходного перехода. К сожалению, на сегодня от них пришел такой ответ, что сроки строительства данного объекта не определены. По данным наших источников, раньше тротуар был шире. Его, чтобы разгрузить автотрафик, сузили к универсиаде. Теперь РЖД вышла с предложением вновь его расширить, направив письмо в республику. 15 августа 2023 года Горьковская железная дорога направила письмо в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан с просьбой рассмотреть возможность расширения тротуарной части автодороги под мостом для более комфортного и безопасного прохода граждан. И РЖД не ответили на еще один вопрос. Почему оборудованный переход занят составами, причем по несколько часов? Возможно, регулировка семафора на данный момент самое оптимальное решение, чтобы не допустить новых трагедий на этом участке. Место оживленное. Здесь крупные гипермаркеты, детский сад, библиотека, жилые массивы. Рамиль Шадилов, Мазидинов, ТНВ, Казань. Почти 3 десятка лет ТСЖ решают, взять ли кредит на новые крышные котельные или перейти на централизованное теплоснабжение. Переведут ли казанцев с индивидуальным отоплением на общий тариф? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Он собрал руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли, сотрудников научных институтов, политиков, экспертов из России и зарубежья. Перед участниками выступил Владимир Путин. Он отметил, необходимо обменяться мнениями и обеспечить долгосрочную стабилизацию энергетических рынков. Отдельно президент остановился на росте цен на бензин и дизельное топливо. Глава государства отметил, правительство приняло ряд решений. Они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло. Также глава государства предложил расширить программу дегазификации и включить в нее участников СВО и их семьи. Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку. А именно, внести в этот перечень и участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. В присутствии Раисы Республики сегодня подписаны соглашения между Казанским энергоуниверситетом и компаниями Россети и силовые машины. Предполагается развивать всестороннее сотрудничество в электротехнической отрасли и подготовке кадров. В кулуарах форума состоялся диалог Рустама Минниханова с руководством компании Россети, где подчеркнули значение Казанского энергоуниверситета в развитии отрасли. С которым мы заключили соглашение о сотрудничестве. Самый первый, в 2010 году. Самое главное, что не только по персоналу у нас проходят в том числе заказы по НИРу, по НИОКу. Вот, от наших дочерних предприятий заключаем соответствующее соглашение. Работали по Волге, по Ленэнерго с коллективом вуза. В принципе, могу сказать, что гордимся таким сотрудничеством. Это хорошо. Также на полях форума Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Он курирует вопросы энергетики. С Раисом Республики обсудили вопросы развития отрасли в Татарстане. В
В Казани готовится к переезду республиканская стоматологическая поликлиника на улице Бутлерова. Лечебница будет располагаться на базе медклиники КФУ на Копылова 4А. Она открылась после большого капремонта в этом году. Только оборудование закуплено на 250 миллионов рублей, а на Бутлерова здание не обновляли ни разу за 50 лет. После переезда на Копылова коллектив будет работать в комфортных условиях и на современном оборудовании. Многофункциональная стоматологическая клиника КФУ уникальная в своем роде и единственная в России. Здесь будут не только лечить зубы, но и обучать студентов. Новые условия оценил Рамиль Галиуллин. У нас имеется в этом здании трещина, они фактически по всему зданию. Разбитые полы, обшарпанные стены и деревянные окна. В таком состоянии сейчас находится республиканская стоматологическая поликлиника. Здание на Бутлерова построено полвека назад. Капитальный ремонт здесь не делали ни разу. Занимается исправлением фикуса у детей с раннего возраста. Здесь есть детское и взрослое отделение. Хирурги, терапевты, ортодонты и другие специалисты клиники ежедневно обслуживают до 400 человек. Это большая цифра. Для своевременной и современной помощи нужны другие условия. Поэтому принято решение о переезде в многофункциональную поликлинику при КФУ на Копылова. Планируется, наверное, развитие в сторону расширения оказания услуг. По обязательному медицинскому страхованию, по базовой программе услуги будут оказаны в том же объеме, может быть, даже больше. Я думаю, что улучшение условий труда, материально-техническая база и развитие стоматологических услуг. Сегодня в поликлинике трудится больше 150 человек. Гульнара Самигуллина устроилась 7 лет назад. Новость о переезде восприняла с позитивом. Нас это не пугает, мы молодые, поэтому будем надеяться и ждать, что все будет еще лучше. Удобно держать и удобно препарировать. Работать на Копылова специалисты будут на новом оборудовании. В этом году здание открылось после капремонта. Оно больше прежнего. На 4 этажах кабинеты с современной техникой, позволяющей лечить самые сложные заболевания. Вот сейчас вопрос о том, что можно улучшить стоматологическую помощь в республике за счет того, что республиканская стоматологическая поликлиника может переехать просто в современное здание с современным оборудованием. Это первое. Ни у кого не возникал вопрос, когда Казанский федеральный университет забирал разрушающуюся БСМП-2, где полы проваливались, так сказать, вообще ничего не было. Сейчас это одна из лучших клиник. Объем госзадания по МС будет увеличен. Соответственно, любой житель, уже больше будет охват пациентов, которые будут оказываться бесплатной медицинской помощью. Мы надеемся, что все дадут положительный ответ, и сюда зеркально переедут все сотрудники. Как отметили, после переезда на Копылова смогут принять до 14 тысяч посетителей в год. Пока здесь разместился учебный блок университета. Дальше они будут функционировать вместе. Постигают новые знания молодые специалисты в таких учебных лабораториях. Практикуются на специальных фантомах, на которых полностью повторяется строение рта. Например, на этом манекене ординаторы практикуются делать анестезию, а на этом лечить кариес. Современное оборудование позволяет студентам повышать квалификацию. Аппарат называется интраоральный сканер. После лечения можно показать пациенту, как вылечен зуб, и пломбовые материалы, сам зуб, и во время лечения можно показать каждый этап. Планируется, что на новом месте коллектив начнет работать со следующего года. Дополнительный плюс для сотрудников и пациентов – шаговая доступность нового здания от метро. Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. 15 тысяч болезней сердца и почти 2000 случаев онкологии выявили у татарстанцев во время диспансеризации. По плану на этот год предстоит охватить ей 2 миллиона 300 тысяч жителей. Это 60% населения республики. В том числе и те, кто перенес коронавирус. Скрининг показал, основная проблема системы кровообращения – высокое артериальное давление. Онкология чаще всего выявляется на ранних стадиях. Татарстан – один из регионов-лидеров России по охвату населения диспансеризацией. Задачу провести медосмотры всего взрослого населения страны ставил Владимир Путин. Основным залогом успеха является регулярное участие человека. Ведь если он не придет с разумной точки зрения, с осознанной точки зрения, его в итоге в систему здравоохранения приведет боль. А боль – это уже фактически продвинутая стадия, если мы говорим о онкологических заболеваниях, продвинутая стадия рака. Это 3-я, 4-я. А наша основная цель – выявить это заболевание на бессимптомной стадии, когда человек еще ничего не беспокоит.
Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней говорим о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, после относительного затишья ВСУ нанесли по региону около 50 ударов. Атакам подверглись 5 муниципалитетов. В результате обстрелов погибли 2 человека. Повреждения получили десятки домов. Пострадала система газоснабжения и техника. Россия продолжает специальную военную операцию, потому что мы своих не бросаем. Если вы хотите помочь жителям Донбасса, то можете записаться на контрактную службу. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты. Вся подробная информация есть на сайте Герои Татарстана. Детали можно уточнить, позвонив на горячую линию 117 или в военкоматах по месту жительства. Сотрудничество с Республикой Алтай получило новые перспективы. Сегодня в Горно-Алтайске подписали соглашение между парламентами наших регионов. Делегация Госсовета Татарстана находится с двухдневным визитом в Республике Алтай. Сегодня Фарид Мухаммедшин встретился с местными татарами. Скоро в регионе откроется Татарский национально-культурный центр. О других точках соприкосновения наш репортаж. Фарида Мухаммедшина встречают татарской песней. Это стела «Алтай. Сердце Евразии» на въезде в республику открыта 17 лет назад с его участием. Она изготовлена по инициативе Ментимера Шаймиева и символизирует объединение тюркских народов. Фарид Мухаммедшин поблагодарил местных татар за сохранение родного языка и даже спел вместе с ними. В сквере, разбитом у стелы, парламентарии высадили саженцы кедра. Затем в Парке Победы поклонились павшим в Великой Отечественной войне и возложили цветы. Посетили и памятник художнику, одному из основателей алтайской государственности, Григорию Чорос-Гуркину. 11 октября здесь собираются почтить память жертв политических репрессий. Уже в здании Государственного собрания Республики Алтай парламентарии двух республик подписали соглашение о сотрудничестве. Первое было заключено почти 20 лет назад. С тех пор налажены тесные торгово-экономические и научно-технические связи. Есть много перспектив в АПК и туризме. В завершении церемонии председатель Госсобрания Алтая вручил Фариду Мухаммедшину памятную медаль парламента Республики Алтай. Это соглашение прошло испытание временем. Многие вопросы, которые были изначально заложены в это соглашение, не реализованы. И сегодня, подписав обновленное соглашение, мы даем новый виток для укрепления дружбы, для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. С большим желанием восприняли приглашение для того, чтобы еще раз посмотреть наши возможности совместной деятельности. Учиться никогда не поздно друг у друга, тем более наша прародина, Алтай, Горный Алтай. Мы у себя в республике часто вспоминаем и говорим о том, что наши корни идут оттуда. С местной татарской диаспорой парламентарии встретились в Доме дружбы народов. Фарид Мухаммедшин рассказал о праздновании 1000-столетия принятия ислама в Волжской Булгарии и других крупных мероприятиях, программах по сохранению родного языка и культуры. Как отметил руководитель татарской автономии Анвар Аминов, в Республике Алтай планируют открыть Татарский национально-культурный центр. Наши казанцы, татарстанцы приезжают сюда, и туризм познавательный, и туризм лечебный, приезжают сюда, в ваши санатории, на Пантовой Ивановне, там, Байдаларды, и потом нам рассказывают, вот там, вот так, здорово. Я еще раз признателен всем вам за встречу. В рамках двухдневного визита делегация Татарстана также знакомится с многовековой историей и богатой культурой Алтая, изучает опыт сохранения наследия народов Сибири. Лина Зинатульна, ТНВ, Республика Алтай. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмисис, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки дожди не прекратятся, однако температура поднимется на несколько градусов. Подробнее через несколько секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Богатых Собах и Балтаси облачно, дожди. Температура днем 6-8, ночью тоже теплее, чем в предыдущие сутки, до 8 градусов тепла. В Буинске, Кайбицах, Камском устье также облачно, прогнозируются осадки. Температура и днем, и ночью будет практически одинаковая. Днем 7-8, ночью 8 градусов тепла. В Чистополе, Нурлате и Мамадыше и ночью, и днем ожидается от 6 до 7 градусов тепла. Будет облачно и дождливо. В Набережных Челнах, Менделеевске и Актаныше днем от 5 до 7, ночью около 6 градусов. Здесь также повсеместно пройдут дожди. В Альметьевске, Бугульме, Азнакаево пасмурные дожди. Днем от 5 до 7, ночью от 4 до 6 градусов тепла. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк Новые Горки» в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горьковско-Альметьевским парком и метро «Горки». Подробная информация по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк Новые Горки». 2 677 677. Санчи – сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, нормализует давление. Санчи – источник долголетия. Продается только в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 92 72 36 71 75. Сайт sanchi.rf. В туристических зонах нашей республики температура также повысится на несколько градусов, однако осадки не прекратятся. В Свияжске облачно, ожидаются дожди, 7 градусов днем и 8 градусов ночью. В Болгаре также прогнозируются осадки, днем и ночью 8 градусов тепла. В Елабуге днем 7 градусов, ночью будет около 6, здесь тоже дождливо. В Казани, как и в других городах республики, станет чуть теплее. Температура днем 7 градусов, ночью 8 градусов тепла. В течение следующего дня ожидаются осадки. Будет пасмурно. Давление в норме 749 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, сильный, до 7,5 метров в секунду. Влажность воздуха 69%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите себя. Я с вами прощаюсь. До встречи. Кеннергозумышловался.